Ветеран МВД Ахмед Таршхоев борется с затоплением дома с первых дней, как переехал сюда. В последний раз с последствиями продолжительных дождей он столкнулся в начале августа. Потоп нанес Таршхоевым ощутимый ущерб. О прошедшем в начале месяца потопе сейчас во дворе Таршхоевых напоминает лишь воспоминания членов семьи и ролики в Ютубе. Вот надолго ли? Только пройдут первые дожди, и проблема снова актуальна. После каждых осадков вода снова поступает во дворы, и так по кругу. Уже 20 лет. Помимо Ахмеда Таршхоева с проблемой затопления сталкиваются практически все жители улицы Пионерская. Они не раз обращались с просьбой помочь властям города, но решения вопроса пока нет. Я сколько помню, все время ходили, чтобы решить эту проблему. В мэрию, в администрацию обращались в прошлом году активно. По этому поводу ходили, но так и не смогли добиться. Получилось так, что наш промежуток, где мы живем, остался не заасфальтированным из-за того, что в воде некуда уходить. Так и не найдя решения проблемы, Ахмед Таршхоев от лица всех жителей улицы обратился к главе Ингушетии, и его просьба была услышана. Ему оказали материальную помощь. По поручению Махмуд Али Калиматова семью навестила делегация в составе вице-премьера Марьям Амриевой и мэра Назрани. Глава республики Махмуд Али Макшарипович дал поручение проверить, посмотреть, как вот здесь у вас дела, как вы здесь решили проблемы с последствиями урагана, ливня. Вот расскажите об этом. Вот была оказана вам помощь, поддержка, но справились вы с этим? Да, благодарим главу нашего Махмуд Али Макшариповича, и мэра, и всех, кто принимал, и вас, кто принимал в этом участие, да, с последствиями наводнения мы справились. Это такая ландшафтная проблема, и вода, которая скапливается со дворов и с улиц, она, естественно, остается вот в самом низу, а они проживают в самой низкой точке и затапливают дворы. Нужно такое конструктивное, серьезное решение. Мы уже проанализировали эту ситуацию. Сейчас наши архитекторы занимаются этим вопросом, чтобы посмотреть, как более безболезненно с этим вопросом справиться. Будем искать решение этого вопроса. Пользуясь случаем, Марьям Амриева и Русхан Евлоев также навестили еще одну семью по этой же улице и оказали помощь в виде школьных ранцев со всеми учебными принадлежностями. А Ахмеду Таршхоеву остается надеяться, что его проблема решится в скором времени, а именно до первых дождей. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.